В ведомстве отметили, что сейчас внешний вид столицы не вызывает эстетических эмоций. Предлагается название и дизайн павильонов оформления в едином стиле. У нас визуально загрязнен очень город, очень много визуального мусора. Мы хотим избавиться, намерение принять такие меры, как сначала установить требования, правила, какие у нас будут вывески в зависимости от категории здания, улиц. Например, в историческом городе, части города будут, соответственно, вывески, не портящие облик города, исторического здания и в целом центральной части города. А на периферии, в других частях города, соответственно, будут более современного типа. Отметим, недавно бизнесмены привели в порядок внешний вид своих магазинов на пересечении улиц Усимбаева и Московской, согласно рекомендациям муниципалитета. Теперь цвет и шрифт надписей на павильонах в едином стиле. Мы поговорили со столичным архитектором-дизайнером и узнали его профессиональное мнение о возможном оформлении бишкекских павильонов. Он уверен, что если муниципалитет задумался над вопросом оформления столицы, то это шаг в лучшую сторону. Правильная инициатива привести в единый стиль, потому что это в любом случае культура торговли, ну и соответственно культура проживающих здесь людей. При этом архитектор-дизайнер считает, что нужно уходить от такого метода торговли, таких как уличные магазины и павильоны. По его мнению, пора уже переходить в профессиональные торговые центры и создавать торговые локации. Без таких бардачных, хаотичных методов продаж, чтобы город не превратился в большой базар. То есть нужно заставлять предпринимателей заходить в профессиональные торговые центры. То есть люди сейчас вынуждены покупать где придется, а так мы можем их направить в места, где будет пространство специально уже проработано для людей. Ну, то есть для правильной продажи и для правильной покупки. Вот. Соответственно, это по-любому увеличит товарооборот у тех, кто продает. Ну и культуру поменяет в целом. И город уже, если сейчас посмотреть, он в большой базар начинает превращаться. Везде стихийная торговля или маленькие магазинчики, павильончики. Дизайнер Дмитрий Бондарев раскритиковал предложенный вариант дизайна для небольших магазинов Бишкека. По его мнению, при массовом оформлении вывесок нужно придерживаться некоторых принципов. Если это фасад здания, то никаких подложек не должно быть совсем, только буквы. Ну и нужно регулировать не только размер логотипов или букв, а также соблюдать единый стиль в плане цвета. Я бы рекомендовал городским властям обратиться к профессионалам. Хорошие дизайнеры помогут украсить город, а не превратить его в большой пакет айген. Между тем, в Бишкек-главархитектуре признали, что предложенный вариант не лучший. Это было рассмотрено в качестве пилотного проекта. В будущем планируется привлечь со стороны независимых дизайнеров и только после общественного обсуждения и утверждения городского кенеша начать широкомасштабные работы по изменению внешнего облика столицы. Азамат Генджешев, Алтынбек Саакиев, НТВ.